Народам бывшего Советского Союза ничего я не пожелаю. То, что они заслуживают, они сами себе его и нагнетают, и сами приводят к себе к тому, что они заслуживают. Народы бывшего или настоящего или будущего Союза, и в частности России, больные русизмом. Причем очень опасная, тяжелая хроническая болезнь. Русизм страшнее фашизма, нацизма, расизма, всех человеконенавистнических идеологий. Хотят они того или нет. И этот страшный недуг, наверное, можно вылечить только тягчайшими испытаниями. Единственный, наверное, народ на земле, вообще ни во что не верующий, бездуховный, безнравственный и отстал от уровня развития человечества, безнадежно и надолго. Это русские. Никакой веры нет, никакой вере не подчиняется. Нравственность, отсюда и морали. И это к великому несчастью самого же российского народа в массовом масштабе. То, что делается, Чечня – это только предлог, а по сути это суть российского народа, больного русизмом, человеконенавистнической идеологией. А за это трудно надо расплачиваться. Испытания российскому народу предстоят очень тяжелые, и прогноз неблагоприятный. Причины тому реальные. Нет идей. Идея коммунизма, социализма, построение общества равных возможностей, как мыльный пузырь лопнула. Все потому, что строилось на идее русизма. Раз нет идей, к тому же и нет правового государства российского. Нет легитимности самого государства, ни одной ветви власти. А раз нет ни идеи, ни легитимности государства и ветвей ее власти, значит нет места и политики, и внутренней, и внешней. А раз нет и третьего компонента, нет места идеологии. Тогда нет и мотивов, и нет стимула. На этом заканчивается перспектива. Русские неверующие. Ни в Христа, ни в Магомета, ни в Будду, ни во что. А чтобы народ стал целый духовным, минимум надо над этим работать, чтобы сменилось 3 поколения. И этот путь закрыт. Где взять идеи для такой массы человечества? Можно бы идти по примеру Запада, сделать своей идеей доллар богом своим. В этом случае тупик. Россия считанное время гражданской войной в период передела власти, нелегитимности государств, ветвей власти, разграничения, разгосударствления собственности. Вот в этот период такая идея настолько опасная, что все возьмут булыжники, у кого есть автомат, а кто и ракету, и гражданской войной будут разрешать этот спор. Этот тоже путь закрыт. Оба пути, и духовности, и идеи новой, пути закрыты. Сейчас пытаются политики, идеологи третий избрать путь – это славянизация, объединение на славянской основе. Из этого тоже ничего не выйдет, поскольку главный составляющий компонент славянизации – украинцы никогда не смирятся с русификацией и с русизмом. Есть только один путь для развития российского государства и народов, но я его вам не скажу. И этот ключ у нас. Я ведь командовал гарнизонами в 3 округах. Это, конечно, одна из величайших достояний цивилизованного мира. Победа над человеконенавистнической идеологией фашизма. Но к великому несчастью, побеждая и борясь человечество с фашизмом, рождало тут же русизм. Причем на обозрение всего мира. В то время, когда весь цивилизованный мир боролся с этой чумой, ценой огромных потерь и разрушений, в это время в Руси уничтожались миллионы людей по национальному и духовному признаку.
Только в одной яме зарыли 12 тысяч лучших сынов Европы и цвета цивилизации польских офицеров. 40-тысячную армию польскую уничтожили и оставили из них всего лишь одно подразделение для обозрения. Миллионы народов депортировались и уничтожались, в том числе и чеченский народ весь. 2/3 нации мы потеряли в этой гнусной, похабной идеологии рождения русизма. И русизм стал набирать силу реалистическим устрашением армии всему миру, демонстрируя свою жестокость. Россия, выбирая самых незащищенных и слабых, демонстрировала над народами мира почти весь период своего существования физическим насилием и уничтожением, демонстрировала свою жестокость и свой русизм. Давайте вспомним. Не успела закончиться война в 1944 году, где десятки миллионов народов были физически уничтожены, депортированы и сделали сплошной концлагерь в геополитическом огромном пространстве. Тут же вступили в единоборство с Ираном, пошли войной на Иран. Дали отпор в 1953 году, в 1952-1953 годах. Дали в 1956 году в Венгрии, в 1968 году Чехословакии, после этого Югославия и так далее. А потом война в Афганистане, а далее Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Ингушетия, Северная Осетия, Молдова, Приднестровье, Прибалтика, Таджикистан. И пошло-поехало по миру уничтожение народов и земной цивилизации. И ни один человек, фабрикантов, авантюристов, откровенных преступников из высших эшелонов власти, совершавших тягчайшие преступления перед человечеством, не понес наказания. А аппетиты все больше и больше разгорались и довели вот до этой ситуации, при котором творится сейчас в Чечне. И ни один не наказан. И могу вас заверить, пока виновники трагедии, бессмысленных народоубийств, жестокости, цинизма, рождающих непоправимое зло на земле, не будут наказаны и не будут чувствовать как эти, так и последователи неотвратимость наказания за преступления, беды России будут расти с каждым часом. Эти же авантюристы-политики разрушили советскую армию, ее устои. Казалось бы, оплот мира, защиты интересов многомиллионных, 300-миллионного гражданского населения СССР. И они же сейчас являются обыкновенными бандюгами. Бандюгами в изощренном, отвратительно хищном, животном виде, уничтожая просто так, применяя все виды вооружения военной техники, средства массового уничтожения, демонстрируя свою жестокость в отношении мирного населения. Те же ветераны войны и труда, которые такими тяготами добыли и эту победу, и будущее, и надеялись хотя бы старость свою закончить естественной смертью на этой земле. Сейчас мы их не только не можем почести оказать им, мы не можем их трупы убрать из-под обломков и предать их земле. Вот до чего довели советскую армию. Я при полном убеждении, при глубокой надежде, хотя убеждений уже нет, что, наверное, ветераны войны, вооруженных сил не причисляют себя к этим вандалам, к этим преступникам и не поддерживают ту нечеловеческую,
нечеловеческую агрессию, неслыханную в истории, по жестокости, по бессмысленности, по цинизму, который сейчас творят вояки из российских эшелонов. И, наверное, за то, что они разрушили эту советскую армию в таком и превратили ее в банд-группировки, обыкновенных бандюк, смешав их с уголовниками, наемниками, в том числе и авиацию, и военно-морской флот. Слава советского народа, государства советского, слава, по сути дела, и гордость 300-миллионного населения превратились сегодня в обыкновенных мародеров, бандюк и уголовников. И никто за это не несет наказания. А аппетиты у этой группировки, банд-группировки высшей эшелонной власти все больше растут. Растут, растут, растут. И дорастут до такой степени, что эти же бандюги, эти же вооруженные силы, как уже расстреляли и Белый дом, будут расстреливать так же, как и в Чечне, не разбирая ни чеченца, ни русского сначала в городе Грозном, ни христианина, ни мусульманина, ни буддиста, в церквях, в мечетях, высокоточным оружием с неба, земли, гордостью народа уничтожают гордость наций, ветеранов войны, труда, ветеранов вооруженных сил. И да простят нас наши ветераны, что не смогли мы их защитить. Не ожидали уж такого злодеяния. Если могут, конечно, простить нас. И мы не ожидали. Вот это является нашей трагедией правительства и лично моя. Не смогли мы защитить их. И они до сих пор лежат в обломках. И неизвестно, сколько их, где они, и как их теперь собрать, и как попросить у них извинения за эту трагедию. Я ведь столько труда вложил и в Сибири, и во всех округах, где я служил, и во всех частях. Не думаю, что найдутся ни семьи военнослужащих, ни граждане, которые проживали в этих гарнизонах и работали в частях, ни сами военнослужащие, которые бы относились ко мне негативно и даже с затаенной обидой.